Сыктывкаре может появиться школа адаптивных единоборств. Помещение готов предоставить один из предпринимателей столицы. Тренеры уже проходят специальное обучение. Нужна поддержка правительства республики, в том числе финансовая. Об этом на встрече в Госсовете рассказал инициатор идеи тренер Алексей Холопов. Темой обсуждения постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физкультуры и спорта стало в целом развитие адаптивной физкультуры и спорта в Республике Коми. О достижениях через преодоление. Ольга Коняева. Иван Голубков, Мария Иовлева, Владимир Майоров, Роман Черков. Это неполный состав спортсменов с инвалидностью, прославляющих республику и страну. Количество наград на соревнованиях разного уровня растет. Между тем на смену им пока нет кандидатов. Буквально 16 мая мы отправляем свою команду Всероссийского общества инвалидов на северо-запад. Нам нужно было набрать команду в 5 человек. Это был просто колоссальный труд, потому что набрать ребят достойных было очень сложно. И кого назвали мы сегодня, эти ребята скоро уйдут. Они попадут под закон пенсионеров-спортсменов. Кто у нас будет республику представлять? У нас некому представлять. Поэтому вот это вот огромнейшая проблема, которой никто не занимается. В Коми лишь 13% спортивных объектов адаптированы для занятий особых жителей региона. Да и в целом среда больше недоступная. Выйти на улицу, добраться до места – это главная трудность для многих. Потому легче сидеть дома. Родители особых деток трудятся, а работа по сопровождению не налажена. Еще одна причина – кадровый дефицит. В Коми всего 67 адаптивных тренеров. Пути решения, которые мы предлагаем и надеемся, что Министерство спорта Российской Федерации нас поддержит, это реализация проекта «Земский тренер» на территории Республики Коми, увеличение заработной платы специалистов данной сферы и введение ставок для специалистов, обеспечивающих процессы физкультурно-спортивной деятельности людей с инвалидностью во всех муниципальных образованиях. Для спортсменов с инвалидностью в целом по стране недостаточно соревнований, а это главный стимул для роста. Нужна и поддержка самих спортсменов. Для них, даже участников сборных Коми, это спорт вопреки всему. Ребята не могут себя обеспечить. Как можно быть спортсменом и работать по 16 часов на такси? То есть мы должны понять, нужна она или нет, нужна она удерживать или нет. Или сказать, ребята, работайте, спорт без вас живет. Вот. Нужны ли они как мотиваторы для подрастающего поколения все-таки? Когда у них нет жилья, когда они здесь не местные, они негде жить. А начинается спорт высших достижений с адаптивной физкультуры. Но, судя по данным Минспорта, рекордов в этой области немного. Это направление по собственной инициативе уже 1,5 года развивает тренер Алексей Холопов в своей школе единоборств в Сыктывкаре. Для этого специально обучился. Для детей все бесплатно и в удобное время. Адаптивная физическая культура, программа общей физической подготовки с элементами самбо. Есть брошюра целая на 3 года, которая разработана, с элементами дзюдо и с элементами бокса. 2 месяца назад мы еще проводим с элементами бокса. В данный момент занимается 25 детей на наших площадках адаптивным спортом. 2 взрослых, 1 парень без конечности и 1 парень с нарушениями интеллектуальными. И на очереди стоит 12 детей. 12 детей, которых я не могу взять. Помогают меценаты. Подавал заявки на гранты, но не хватало то балла, а то и меньше. Родители одного из его воспитанников после рывка в развитии ребенка с ДЦП предложили помощь. Готовы предоставить помещение 260 квадратов для отдельной адаптивной школы единоборств. Алексей Холопов и другие тренеры поддержали идею. Минспорт об этом узнала на сегодняшней встрече. Механизм поддержки частных и общественных спортивных организаций существует, отметила Наталья Карина. И было бы тоже нам интересно такую субсидию дать именно вот в такие руки, когда человека горят глаза, и тем более это адаптивный спорт. Решается вопрос с медицинским осмотром. Долгие годы даже профессиональные спортсмены проходили только узких специалистов. С этого года республика увеличивает финансирование для более углубленных обследований. Проблемными остаются вопросы прохождения углубленных медицинских осмотров на местах по причине сложности в их организации прохождения, хотя по проведенному мониторингу в 16 территориях из 20 есть наличие врачей по специальности лечебной физкультуры и спортивной медицины.
Программа развития адаптивного спорта и физкультуры на 2022 год не принята в Коми, а это значит, нет и точечного финансирования. Это решение, отметили парламентарии, нужно пересматривать. Кроме того, наметили новую встречу с участием всех ответственных министерств – образования, здравоохранения, социальной защиты. Нет межведомственного взаимодействия, нет и полной картины. Ольга Коняева, Алексей Пашуков, телеканал Юрган.